А нельзя ли самому без задания устаза делать зикр? Зикр, который совершается по заданию устаза, то есть вирд, бывает с нуром от Аллаха. Вот книга, которая называется «Джамиль Усуль Авлия». В этой книге говорится, да и во многих книгах это есть. Однажды Али Асхаб, рази Аллаху анху, попросил пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, научить его чему-нибудь особенно полезному. Пророк сказал: произнеси ла илляха илля-Аллах. О Расулуллах, сказал Али, все вспоминают Аллаха, а я хочу, чтобы ты поведал мне что-нибудь особенное. О Али, если все небеса и все миры поставить на одну чашу весов, а слова «Ла илляха илля-Аллах» поставить на другую, чаще со словами «Ла илляха илля-Аллах», окажется тяжелее. Разве этого тебе недостаточно? Достаточно, Расулуллах, сказал Али. Затем пророк, убедившись, что в комнате нет посторонних людей, научил Али Асхаба, как правильно произносить эту священную формулу. О, Али, закрой глаза, я скажу 3 раза «Ля илляха илля-Аллах», послушай меня, потом ты 3 раза скажешь «Ля илляха илля-Аллах», чтобы я слышал. В книгах пишут, что таким образом пророк обучил еще около 400 асхабов. Если кто-то возразит, что хадис слабый, разве в Коране сам Аллах не говорит: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Поминайте меня, и я буду помнить о вас. Благодарите меня, и не будьте отрицающим меня. Там, где есть указание Аллаха, хадис пророка не требуется. Любому человеку, делающему зикр, то есть поминание Аллаха со словами «Ла илляха илля-Аллах», за это полагается награда. Шейх, который дает вирд ученику, должен быть в цепи преемственности шейхов от самого пророка. Такой человек должен иметь разрешение на наставничество, не в виде всяких басен, что получил на это разрешение от такого-то шейха во сне, что ему передали халат или трость другого шейха, или что-то в этом роде. Нур, как божественный свет, пребывает в каждом зикре. Задача устаза, по мнению Хасана Афанди, не только проводить этот свет, но и увеличивать его, подобно оптической линзе, поскольку нур Аллаха идет по цепи преемственности через шейхов от самого пророка. Однако, если устазом считается человек, который не имеет на это иджазу, то есть разрешения, и не находится в сила в цепи преемственности шейхов, то, образно говоря, стекло, которое должно увеличивать свет, становится подобно стеклу, на которое нанесли черную краску. А в таком случае, как известно, не только не увеличивает свет, наоборот, убавляет. Например, если человек твердо не уверен, что от данного устаза ему будет польза, баракат, то посещение его не даст ему ничего. Нельзя руководствоваться тем, что другие тоже ходят к устазу. В первую очередь следует быть уверенным, что устаз, к которому вы собираетесь обратиться за вирдом, является настоящим наставником. В книгах говорится, что следует просить Аллаха и делать такой дуа. О Аллах, направь меня к тому, который направит меня к Тебе. Доставь меня к тому, который доставит меня к Тебе. Вот так перед сном лучше делать истихара. У Хасана Афанди в книге Тамбиул Саликин тоже говорится о подобном истихара. Истихара здесь имеется в виду не всякие гадания, а 2-ракатный намаз со своим дуа, как научил этому пророк. Нельзя постоянно звать людей к шейху. Давайте проходите, давайте проходите. В прежние времена сам шейх делал истихара и требовал этого от пришедшего брать вирд. Если у обоих мнения совпадали, это отлично. Если хотя бы одного из них
при истихара было внушено, что нужно вступать в тарикат, тоже хорошо. Сайфулла Кади как-то спросил у Хасана Афанди: как ты определяешь, давать или не давать вирд посетителю? Хасан Афанди сказал, что его устаз Абдурахман Хаджи Асави дал ему наказ принимать любого посетителя и давать ему вирд. При этом, если мюрид будет делать вирд, то благо в первую очередь мюриду. Если же оставить полученный вирд, то вред от этого только мюриду. Ведь сам пророк, салляллаху алейхи вассалам, тоже ни одному бедуину не отказывал в обучении религии. Сайфулла Кади признал эту практику очень полезным делом, при том, что у самого был порядок приема мюрида с помощью истихары, который он собирался предложить Хасану Афанди. Я думаю, в наши дни, давая вирд одним и отказывая другим, в этом не следует разделять людей. Если будут соблюдать требования шариата и тариката, то им будет от этого польза. Если оставят тарикат, то вред тоже будет им. Многие начинают хвалить своего шейха и звать к нему других. Я вам заявляю, для тех, кто не слышал, повторяю, не надо меня расхваливать и звать ко мне людей. Если кто-то сам захочет прийти, пусть делает истихара. И когда сердце ему подскажет, пусть приходит. И если даже после прихода он меня оставит, я не стану его винить. Шейх Таджудин Афанди, село Новые Сосетли, 1998 год. Я никого к себе не звал. Даже единственному брату я не открылся, что у меня есть разрешение иджаза на тарикат. Об этом не знали и родные сестры. Оказывается, от посторонних людей они узнали про это и пришли ко мне со слезами. Ни одного человека я не звал к себе брать вирд. Однако и не отказывал тем, которые приходили ко мне.